31 числа Санжар Медиа проводит конкурс, который будет транслироваться на нашем YouTube-канале. Конкурс проводится 31 октября, как мы уже сказали. Цена билета стоит 300 рублей. Количество призов ограничено 37, но если вы счастливчик, то вам обязательно повезет. Поэтому покупайте билеты, участвуйте и выигрывайте вместе с Санжар Медиа. Представитель BMW. 2008 года выпуска. Продавец пока что требует 85 тысяч, но опять же торг уместен. Ну, понятное дело, что человек, который покупает такую машину, обязательно за ней и ухаживает, соответственно, поэтому можно не беспокоиться за внешний вид. На 4 с плюсом точно. Есть маленькие потертости, но так особо они не выражаются. Итак, как я и сказал, 2008 года выпуска, 85 тысяч. Ну, цена, опять же, торг уместен, а объем движка 2,8. Кстати, намного экономичней, чем внедорожники, но, думаю, в качестве ни в чем не уступают. Состояние кузова на отлично. А так, легкие потертости, оказывается, есть. Но это все мелочи по сравнению с тем, что машина сама, машина представительского класса. И сейчас мы заглянем в салон. Да, все оформлено в лучшем виде. Да, BMW знают, чем занимаются. Электропакет, все мытое, все красивое и все офигенно оформленное. Относительно пробега, опять же, ничего не могу сказать. Сами видите, то, что ключа нету и водителя поблизости к сайд-дешевлению тоже нету. Салон кожаный, молочного цвета. Что ж, пререканий к внешнему виду нету. Надо заглянуть под капот. Под капотом этой малышки движок объемом 2,8, но оформлен он как 5,6. Конечно, красивее движка я здесь не видал. Ну, оно и понятно, учитывая, что в Канибадаме в основном распространенные машины это Opel, либо Mercedes, но BMW это все равно BMW. Просто можно смотреть и наслаждаться всю жизнь. Так, ну под капотом тоже пререканий никаких нету. Все детали свои. Так, если кому-то еще нужна более подробная информация, то номер продавца указан у вас на экране. Беседу. Так, всего доброго. Mercedes. Год выпуска 2007. 70 тысяч просит продавец. Объем движка 2,2. К внешнему кузову никаких, в принципе, претензий нету. И даже имеется задняя камера. Битых покоцанных мест в принципе не видно. Будем надеяться, что и в остальном никаких претензий тоже не будет. Вообще Mercedes хорошая машина для нашей местности, учитывая, что там ходовая очень крепкая, а дороги у нас самые лучшие. Поэтому вот, пожалуйста, салон. Опять же допустил ошибку, не взял ключи у продавца. Салон полный электропакет. С пробегом опять же непонятно. Вот вечная беда с пробегом.
Салон классический, затемненный. Ну, в принципе, и добавить даже нечего. Состояние машины на... на 4 с плюсом, можно так сказать. Тут только единственная краска, поплывшая на некоторых местах, но это, думаю, не так заметно. Зачастую битые места вот, в зоне бампера у всех машин, которые мы раньше показывали, есть, но на этой нету. Не знаю, либо хорошо слишком отшлифовали, либо водитель действительно искусный и хорошо водит. Бережно относится к своей машине. Сейчас проверим под капотом, что у них тут. Так, как я и сказал, объем движка 2.2. Оформлен в классическом для Мерседеса стиле. Все детали свои. Что ж, тут тоже пререканий нету. Все стыки крепкие, все хорошо, в принципе. Регулятор масла. Разбирался бы я лучше в машинах. Поговорил бы еще о чем-нибудь, а пока номер продавца. Шаши Сиси. Ну сюда, что ты понимаешь, Шаши Сиси. BMW. Город Канибадам славится не только своими роскошными видами, но еще и своими BMW. Оказывается, учитывая, что в последнее время мы на рынке слишком много BMW видим. Да, машинка на состояние немного похуже той, что была, но в качестве не уступает, опять же. Год выпуска 98-й. Продавец просит за нее 35 тысяч сомон. Цена, в принципе, приемлемая, учитывая, что машина сама представительского класса. Но эти потертости и битости меня немного напрягают. Объем движка 2.8. Попросим водителя опять же завести ее и послушать движок. А пока посмотрим, какие еще дефекты есть. На фарах пленка защитная, вот, это очень хорошо. Кстати, некоторым людям рекомендуем, если у вас машина представительских классов, то обязательно используйте эту пленку. Она не так сильно выделяется и видна, но она действительно оберегает машину от нежелательных этих дефектов. Итак, барабанная дробь, салон. Садишься в BMW и сразу богат, да? Ну что ж, стандартный набор. Электропакет. Отделка руля уже полностью слезла. Не знаю, сколько времени этот человек за рулем этой машины, но ну, это пока что все. Единственное, о чем могу сказать. Кстати, вот это вот управление, это что это? У кого есть идеи по поводу того, что это такое, напишите обязательно в комментариях, потому что я фиг его знаю. Вот, как мы и сказали, движок прям буруйчик. Достоинство этой машины, как минимум, это движок. Деталям претензий нету, и прям не видно, чтобы какую-то деталь отдельную меняли, но опять же из-за пыли сказать сложно. Но звук движка хороший, это точно. Ну так, мы слишком задержались на этой теме. Вот BMW 98 года, 2.2 объем движка, 35 тысяч, но опять же торг уместен. И номер-то не оставил.
На воздухах сюда что минуте сессии. Мерседес. Очередной в нашем меню. Год выпуска 2000. Если я не ошибаюсь, 2000 сказал продавец. Объем движка 2. Компрессор. К внешнему виду особых пререканий нету, опять же. Что, кстати, радует, учитывая, где мы находимся. Ну, я имею в виду то, что гравийная поверхность постоянно. Дороги, пыль, все это иногда плохо сказывается на машине, но тут, кстати, никаких претензий. Даже немного странно. Диски же пластиковые. Все родное. Оцениваю машину на 4 с плюсом. Если у кого претензии, опять же, пишите в комментариях. Сейчас заглянем в салон, а следом опять же под капот этой малышки. И, внимание, барабанная дробь. Кстати, есть некоторые недочеты, точнее, некоторые дефекты. Не, показалось. Нету. Кстати, нет. Полная герметизация, черный принц. Пожалуйста, салон. Хорошая песня, но она нам сейчас не нужна, поэтому убавим немного громкость. Вот салон. Полный электропакет. В этот раз я предусмотрел. Движок сразу заводится. Пробег 4600. Пробег 4600. Кстати, очень мало. Движок мурлычет. Опять же, под капот мы сейчас еще заглянем, но салон в целом ухоженный. Либо водитель хорошо постарался, чтобы нас немного ввести в заблуждение. Но претензий таких явных нету, как в других машинах. Коврики все ухоженные, убранные, а сам салон кожаный. Есть, правда, места, которые разъелись, но это не этот. Кстати, ошибочка вышла по поводу мотора. Оказывается, 2.2 и компрессор, а не 2, как я вам сказал. Полная шумоизоляция. Тут маленькая претензия вот к этому. Думаю, это не сильно выражается на качестве машины. Капоты. Да. Потрясающий данный под капотом. Можно ставить звук этого мотора себе в качестве колыбельной и спать под нее, потому что прям шипит он, а не кряхтит. Я не знаю, как это еще выразить. Правда, непонятно, что здесь произошло. Мастера тоже постарались все это исправить, но вот единственная претензия, которую я нашел. Будем надеяться, в дальнейшем таких не будет. И если вам меня плохо слышно, я говорю то, что есть пару недочетов наподобие того, что рваные шланги и потресканный корпус движка именно. Я не знаю, от чего это может быть. Если у кого есть какие-то догадки по этому поводу, обязательно напишите нам в комментариях. А так, в принципе, детали на машине все свои и довольно-таки качественно сделанные. Может, это и объясняет целесообразность того, что машина стоит таких денег.